сёння Владимир Зеленскі ў чарговы раз нагадаў Лукашенку пра той ультыматум, які выставіў ему раней, вось з просьбай прыбраць рэтрансляторы, якія дазваляюць расійскім БПЛА атакаваць украінскія гарады. Давайте паслухаем цытату. Крок нумар 1 – ніякай тэхнічнай падтрымкі. Прамая падтрымка – рэтрансляторы. Выключыце іх і пакажыце нам, што гэта прыбрана. Гэта адбудзецца на працягу тыдня. Альбо яны гэта зробяць, альбо мы. Сергей, як ты думаешь, Лукашенко зробіць, як попросили? И ці гэтае рашэнне залежыць толькі ад яго? Я не согласен с вами в этой формулировке. Зеленский не попросил. Он фактически поставил ультиматум и дал понять, что невыполнение этого ультиматума будет означать фактически начало боевых действий против Беларуси, то есть уничтожение этих ретрансляторов, которые он упомянул. И ретрансляторы здесь был не единственный повод. Впоследствии он добавил, что снабжение российских войск топливом тоже является чувствительным моментом. И предполагается, видимо, что атаки последуют не только на ретрансляторы, но и, возможно, на нефтеперерабатывающую промышленность Беларуси. Але Лукашенко-то пойдзе на гэтай умовы? У Лукашенко здесь на самом деле нет достойного выхода, чтобы сохранить лицо. Это было очень жесткое в дипломатическом отношении послание белорусскому руководству. И, наверное, самое грамотное, что он мог бы сделать как политик, это попытаться решить проблему на дипломатическом уровне. То есть втихую эти ретрансляторы каким-то образом обезвредить, убрать самостоятельно, при этом сохраняя нейтральную либо даже агрессивную риторику по отношению к Киеву. Ну и, естественно, позаботиться о том, чтобы Китай и Россия на дипломатическом уровне попытались на Киев повлиять, чтобы эта история не имела продолжения. Наталя, як вот думаешь, калі все ж таки Лукашенко не выканае гэтае патрабаванне, то што далей будзе? То бок, ну, ці ему не дазволіць Кремль выканаць гэтае патрабаванне? Украина будзе наносіць удары по гэтых объектах? И які эффект можно чакаць? Мне кажется, это какая-то такая партия политического покера пока между тремя странами. Пока мы не знаем, у кого какие карты, это теперь модно с картами, но пока мы не знаем, какие карты, пока мы не знаем, кто первый сдастся в этой партии, очень сложно понять, что будет дальше. Конечно, если Украина это сделает, чтобы как бы привести свои слова в действие, это будет эскалация. Но я думаю, что у Украины есть еще другие возможности делать что-нибудь на территории другой страны, и они это уже довели, какие возможности, которые не есть атакам с воздуха. Вот. Так, то бок, ну, магчымыя дыверсіі і гэтак далей. Якая можа быць тады рэакцыя ў рэжыму Лукашэнкі, Сергей, як думаешь? Если последует эскалация конфликта и действительно Украина предпримет какие-то боевые действия на территории Беларуси, то, к сожалению, можно будет констатировать о втягивании, расширении конфликта, расширении Украино-российского конфликта и о втягивании Беларуси в эту войну. Другое дело, что реальные боевые возможности вооруженных сил Беларуси, на самом деле, у них нет никаких шансов противостоять украинской армии. Единственное, что хотелось бы подчеркнуть, важно не довести до такого варианта развития событий. Никто от этого не выиграет. Ни Украина, ни агрессор Россия, не в том числе официальный Минск. Во, і вот тут мне ўвогуле цікава, што на гэтым фоне агулам пачала гучаць гэтая рыторыка вот шэрагу розных актараў, што, маўляў, нельга дапусціць уцягванне Беларусі ў вайну. Але я тут крышачку не разумею. Мне здаецца, што ўцягванне Беларусі ў вайну гэта размяшчэнне гэтых рэтранслятораў, гэта дапамога расейцам з атакамі на украінскія гарады, гэта прадастаўленне расейцам паліва, гэта ж все ж такі непасрэднае ўцягванне, а не патрабаванне гэтыя рэтрансляторы зняць. Адкуль увогуле такое паўтарэнне гэтых наратываў, Наталья, як думаешь? Ну, мне кажется, тоже Беларусь уже давно в войне. Она уже де-факто она является участником этой войны. Если сколько бы Лукашенко не говорил, что мы тут, что такого ничего нету, но если есть русские войска на территории Беларуси и есть какие-то боевые действия, были разные ситуации, она уже давно есть какой-то стороной в этой войне. Я думаю, что он боится
этой эскалации. И вопрос в том, что если Украина ответит, ну не ответит, после своего ультиматума действительно будут какие-то боевые действия против Беларуси, вопрос, что сделает Лукашенко. І от тут питання, якія дзеянні могуць быць. Ну от уявім сабе, да? Нейкая мабілізацыя ці што. Я просто не бачу нейкіх вялікіх магчымасцяў у рэжыма Лукашэнкі нейкім нават ваенным чынам адказаць. Ну што яны могуць зрабіць? То, что вы говорите, то, что Беларусь давно якобы там втянута в войну и так далее, я частично соглашусь с тем, что да, Беларусь из-под воль помогает стране-агрессору. Это трудно отрицать. Но если вы требуете точных определений, важно не допустить втягивания Беларуси в горячую фазу войны. Вот это будет настоящая катастрофа. И мне кажется, что перед тем, как поставить ультиматум, надо было требовать от господина Лукашенко, может быть, даже более жестко по линии спецслужб и других контактных персон, которые есть у двух стран, для того, чтобы эту проблему решить дипломатическим путем. Возможно, это произошло, просто мы этого не знаем. Тут от яшчэ які цікавы момант. Узнікае просто такое пытанне, ну, зноў ж, да, пытанне там маральнае, кажуць, ну вот, будуць там нейкія атакі на гэтыя ваенныя аб'екты в Беларусі, там могуць загінуць людзі і гэтак далей. Ці гэта не спроба зняць адказнасць з пэўнай катэгорыі людзей, ну, якая просто мэтанакіравана падтрымлівае расійскую агрэсію. Таму што ніхто ж не прымушае людзей, якія робяць балванкі для расійскіх снарадаў, умоўна кажучы, гэта рабіць. Вот вы задали вопрос, вот что будет? У меня на это, как и у вас, нет ответа, но я вам могу процитировать говорящую голову пропагандиста Воскресенского, который, видимо, с кем-то консультировал, в общем-то, свои высказывания по этому поводу. Он оговорился о том, что белорусские полонезы в состоянии нанести массированный ракетный удар по Ровенской АЭС, который находится в 60 километрах от границы. Я напомню, что модернизированный снаряд для полонеза достигает 300 километров. То есть у Беларуси есть теоретическая возможность нанести удар по Киеву. И, повторюсь, это тот сценарий, который мне бы даже не хотелось рассматривать. Но он уже был озвучен официальными пропагандистами от Минска, и они видят и зондируют почву в ответ на свои заявления. То есть мне трудно сказать, насколько это возможно, но теоретически да. Такие возможности боевые у вооруженных сил Беларуси на самом деле есть. Мне кажется, тут два момента. Один, то, что вы сказали, что чтобы втянуть Беларусь в эту горячую войну, я думаю, что этого не хочет и Украина. Я не уверена, что им это будет в пользу какую-нибудь. Второй момент, то, что пропагандисты говорят, а то, что потом происходит, это бывает очень часто две Они абсолютно зондируют разные. почву, Да. общественное мнение в том числе.